Я родилась я у Любанском районе. На хуторе, круга болота, на хуторе Леща. И там нас захватила война. И потом пришли к нам на войну 30 человек по кладках. Батька мой положил кладки, там по себе ходить. И они по этих кладках велосипедом пришли к нам 30 человек у хату пришли. И я сидела, а они так ходят, разговаривают, гречут. Я же не понимала, что мне еще живая была. И они тогда переводчик сказал маме, что вы убирайтесь отсюда, потому что настала партизанщина и вас спалят. И мой Васька забрал нас на коня, на воз, если вы знаете воз этого. И посадил нас, и поехали мы в Закальное. А Закальное, это считалось, что Любанский район, сказалось, это немецкая зона. Там уже была немецкая зона. Тут была партизанская, а там была немецкая зона. И они уже на малых и старых немцы не шапали, только еще молодых, которых хватали и отправляли в Германию их. Неделя, две прошло времени, и нас все спалили, все полностью, и пчелы, и что там еще у нас было хозяйство, великое было хозяйство, все спалили немцы. И потом приехали мы в Закальное, в Закальном уже считалась немецкая зона. И там они нас не шапали, уже такие молодых, я скажу, хватали. Конечно, страшно было. Немцы стояли, и они в нашем поселку не стояли, а стояли в другом поселку. Их была зона, часть немецкая была. А все равно к нам приезжали, и нас забирали, особенно курей они брали, которые тут у Полесья жили, то и, конечно, пострадали люди много, потому что ховались по лесу. А мы по лесу, мы молодые не ховались, все, что взрослые ховались. А як вийдеш от увечері, поглядиш сюди на Полісся, а тут зарево, і там зарево, і там зарево, кругом зарево. Горять, села горять, люди горять. Усе це було, я бачила це все. Я то близько не бачила, але по зареву увечері зарево. Днем не видать, а увечері, як горять деревні, так таке зарево на небі красне. Такое так як деревня, такое і зарево, такое було. Ну і що, я ж кажу, ели, конечно, і було що їсти. Збирали картошку гнилую на полі, сушили, товкли в ступе, пекли блины, такие смачные были блины с той картошкой гнилой. И она ж Настя высохла, картошка, остался крухмал. Мы ее чистили, мама чистила, и товкла ее в ступе, и той крухмал ели, мы варили этого, ели. Желуда хлеб пекли, ждали желуди, хлеб пекли, не было что есть. Голодные, ничего не побрали, все от нас, ничего не было. Немцы, як и захватывали партизан у селе, и они не трогали села. А не Воложь, деревня, там не Воложь далеко. Я даже бачила, як летів самолет, и летели те снаряды. Я как раз была, нечто вышла, была же мала, я же на поле, где-то там на поле ходила за огородом. И я бачила, как те снаряды, вот такие вот снаряды летели на Неволожь, бомбили, потому что захватили там партизан, его бомбили Неволожь.